Сейчас будем готовить горячее блюдо, сразу четырехэтажное блюдо. Здесь будет готовиться суп, тут гарнир и на пару овощи с курицей. Это у нас для супа овощи. Тут смотрите, даже корешок от брокколи есть. Это все мы не будем выбрасывать, будем использовать. Морковь, лук, кабачок. Также здесь будут у нас овощи для овощей на пару, гарнир из овощей. Любые овощи, которые у вас есть дома. Из куриного филе грудки мы будем сразу готовить два вида. Это замаринованное филе курицы, а также котлеты на пару. Для этого что мы делаем? Мы куриную грудку очищаем от всяких жилок, да? Режем кубиками. Буквально хватит 300 грамм общей. Я просто хотела вам показать оба вида. Кубиками нарезанное мясо отправляем в морозильник, чтобы оно подморозилось. Не замороженное мясо, а именно подмороженное. Теперь из второй части куриного филе мы будем резать полосками и будем мариновать. Кладем среднюю часть варумы мяса и маринуем. Внизу в описании вы увидите маринад, конкретно что нам понадобится. Паприка, красный перец, черный перец, соль, соевый соус, если у вас дома есть. Горчицу можно чуть-чуть. Мед. И оливковое масло. Все это тщательно перемешиваем. Теперь будем готовить куриные котлеты на пару. Кладем подмороженное мясо филе грудки. Добавляем лук, кабачок, зелень и один чесночок. Все это хорошенько маринуем. Для этого нам понадобится паприка, соль и черный перец. Так, закрываем крышку. 10 секунд. 10 секунд. 8 скорость. Вот у нас что получилось. И формируем из этой формы котлетки. Также овощи маринуем, как и мясо. У нас дома была картошка, цветная капуста, баклажан, кабачок, морковь. Все это точно так же маринуем. Паприка, черный перец, соль, так, оливковое масло. И все хорошенько перемешиваем. Рядом кладем тыкву. Мы замариновали мясо, сделали котлеты и замариновали овощи для гарнира. Теперь будем делать суп непосредственно. Кладем, значит, лук, морковь, также корень брокколи, кабачок. Закрываем крышку и переключаем на 5, скорость 5. Вот у нас за 5 секунд получилось вот так измельчить овощи. Точно так же можно измельчить на манты, на чебуреки, любую начинку. Далее кладем рис. Тут у нас паровую корзину мы используем как специально для гарнира. Моем прям в паровой корзине. У вас ничего не выпадет, даже чечевица. Можем использовать как сито, вот, чтобы у нас белая вода вышла в конце. Хорошенько промываем рис. Теперь мы кладем соль, паприку,
черный перец. Мы овощи для супа не солили, поэтому сейчас солим рис. Далее по рецепту у нас вода. Смотрите, вода здесь 900 грамм написано, чтобы покрывала рис. Вода обязательно должна быть кипятком, поэтому специально заранее заваривайте. Можно гречку, можно булгур. Вот у меня вышло, допустим, 876 грамм. Вода рис полностью покрыла. Закрываем. Мы положили, значит, овощи для супа, далее рис. Здесь мясо куриное, котлетки и замаринованное филе курицы и овощи на пару. Тыква и все другие овощи. 25 минут. Режим варома. Если вы готовите в этом режиме, то вы ставите режим варома. И скорость 2. Все, 25 минут. Кладем масло, сливки 50 грамм, 50 грамм сыра. Крахмал не нужен. И вот здесь, смотрите, написано 25 секунд, но мы увеличиваем время до 1 минуты, 60 секунд. И от 5 до 8 пюрируем сейчас. Идет процесс пюрирования. Смотрите, 5. Потихоньку увеличиваем. Пока пюрирует, вы можете сервировать свою еду.